образом проверить документацию, личное снаряжение, оборудование, также технику оборудования. О выявленных недостатках и недочетах доложит начальника Медвежского ПСО. Детальный инструктаж перед походом в лес. Сотрудникам МЧС разъясняет задачу и сообщает координаты местности, куда нужно выехать. Ни одна спасательная операция не проводится без проверки обмундирования и снаряжения. Специальный рюкзак спасателя доверху забит всем необходимым. Спальный мешок, одежда, веревки, аптечка и многое другое. Это у него запасная смянка, запасные ботинки, запасной комбинезон на случай того, что если спасатель промокнет при проведении любых аварийно-спасательных и других неотложных работ. Спасатель первого класса, заслуженный спасатель России Идрис Таурбеков, МЧС уже 25 лет. По опыту службы знает, в сезон по сбору черемши в лесу каждый год теряется по несколько человек, но всех очень быстро находят. Очень большую помощь в поиске этих людей оказывают местные жители вот этого села, особенно молодые парни сельского поселения Галажик, Мужичей, Алкума. Сами приходят к нам и предлагают свою помощь, потому что в этих лесных условиях, в этих горах они очень хорошо ориентируются. И нам постоянно в группу спасателей дается сопровождающие лица. От слов к делу спасатели продемонстрировали, как обычно происходит выезд поисково-спасательного отряда. Сперва на пульт дежурного поступает сигнал о происшествии. Внимание, дежурная смена. Поступила информация о том, что в лесном массиве при сельского поселения Мужичи пропал сборщик черемши. Выехать немедленно. Далее спасатели, не теряя ни минуты, готовятся выехать к указанной точке. В гараже ждет «Газель», который цепляет прицеп со специальной техникой и более тяжелую экипировку. На месте спасатели делятся по группам и прочесывают примерный радиус местности, где находился пропавший. Обычные машины не проедут, и вот тут в дело вступает четырехколесный вездеход. Если в поисках любимого лакомства ингушей, черемши, кто-либо забудется в лесу, искать его будут на таком квадроцикле. 650 кубов, полный привод и максимальная скорость 120 км в час. Этот двухместный зверь способен перевозить снаряжение к месту ЧП и вывозить пострадавших. Ни снег, ни болото для него не помеха. Всего на вооружении поисково-спасательного отряда 3 таких спецтехники. Спасатели работают в тесном взаимодействии с полицией и местной администрацией. До того, как выйти за черемшой, жители должны уведомить об этом местных властей и примерно указать свой путь к конечной точке. Перед отправкой нужно тепло одеться, взять запасную одежду, зажигалку и другие необходимые вещи. Там люди приходят для регистрации перед выходом. Мы их регистрируем, вот журнал регистрации, выдаем им справки, что они являются жителями данного населенного пункта. И проводим с ними также разъяснительную беседу насчет, если в случае чего потери, там, несчастного случая, чтобы они знали, что делать и как с нами связаться. Даем им номера телефонов главы администрации, участкового. В связи с тем, что в нашем лесном массиве во многих местах есть связь, желательно иметь телефон в кармане, и чтобы можно было определить, в каком районе он находится. Если человек заблудился, желательно не бегать, не поднимать панику, остановиться на одном месте и попробовать зажечь костер, потому что на костер мы уже как-то быстрее среагируем, и это очень много сократит время поиска, которое мы теряем на поиск людей. Сезон сбора черемши обычно длится с января до середины апреля. Сейчас только начинает выходить в поисках горного деликатеса. И главное, чтобы желание заработать не привело вас слишком далеко в лес, предупреждают спасатели. В таком случае искать будет куда тяжелее. Микаил Тангиев, Магомед Шаухалов, Новости 24.